Энли, успокойся. Энли. Побежал. Чуть-чуть начинает расцветать. Мы уже по зимней дороге идем. Лесной дороге. Правильнее. Всем привет, ребят! Очередной поход сегодня намечается у нас. Потихоньку едем, поднимаемся на первую избу. Ослепляет. Сейчас время, я не знаю даже сколько времени, но вон, смотрите, там уже облачно было с утра, вообще тьма такая, снегопад был. А сейчас вот начинает проясняться. Думаю, ну, ветер поднялся. Думаю, может, как сказать,
Будет безоблачно сегодня, но ветрено, очень ветрено. Это не так хорошо. Сегодня у нас в планах просто побыть на избе, порыбачить, попробовать. Ну вот, и даже карабин с собой взял. Если будет кого стрелять, будем еще охотиться. Вот такие планы. А сейчас не будем мешкать, будем ехать дальше. Я Тулана отпустил. Вон он. Тулана отпустил. Потому что на санках ему некомфортно. Ну и сейчас прибавил вот эти борта. Да вообще он нормально сейчас сидел. Просто он лаял, когда я ехал. А так терпимо. Один, второй раз и он начнет понимать, что надо садиться и уже точно поедем куда-нибудь в лес. И это уже они понимают, они быстро начинают понимать. Вот так. Ну все, едем дальше. Посмотрим, что из этого получится, какой поход. Он прыгает, энергии дофига у него, туда-сюда бегает. Сейчас он будет бежать всю дорогу до избы. Я его не возьму. Но я просто еду медленно. Сейчас путь такая уранится, неровная. Быстро не поедешь. И он будет бежать впереди меня. Мое любимое место. Как проехать и не остановиться. Тулан. 7 километров я его вообще не видел. Ну, он как проваливается. Снег глубокий. Помните, в прошлый раз я приезжал? Немножко только снега было. Сейчас вон выше колена уже. Да, снег четко прибавился. Не упади там. О, какая погода сегодня шикарная. Только ветер. Ветер такой холодный. Упадешь. Будет тебе фиаско же. Высота, блин, не меньше 4 метров. Он наблюдает. Следы только у одной белки видел еще. Больше ничего. В 2 местах Тулан заходил еще в тайгу, когда бежал, видел. Вот так. Бывает, когда ты едешь, возле дороги там косачи выскакивают из лунки. Но их не было. Да и охотники что-то говорят, что в принципе косачей дофига в этом году. Есть они, но я не знаю, куда они ныряют в лунки. На болотах, где вот охотники ходят, ищут, чтобы из лунок стрелять. Нету их. Хитрые, может, тайгу где-то в тайге ночуют-то есть. А, Тулан? А, ты вида. Хитрюга. Ни одного следа, ни одного рыбака тут нету. Ну, давай. Еще шажок и улетишь, как сопля в полете будешь лететь. 4 метра высотой. Древесина, о чем я очень не говорил, вон лежит еще. Осень, весной все смоет отсюда, уплывет. И новый повалится. Ну что, Тулан, поехали дальше. Посмотрели, подышали свежим воздухом. А то, когда едешь, все равно выхлопные газы идут, нанюхаешься этого бензина. Тулан, садись. На тебе, блядь. Ну, Тулан, блин. Кобелек. Лок, манам. Давай, лок, убья, лок. Что?
Локса, Локса. Нет, не будет он садиться. Не хочешь, как хочешь. Едем дальше. Осталось немного уже. Несколько километров. Там уже наша изба. Хотел сразу рвануть на рыбалку. Думаю, наверное, придется сперва печку поставить железную. Там посмотрим, как дальше. Тула. Догнал. Волчара. Бак волдаче. Не подойдет. Вот это да, навалила тут. Намело навалила, конечно. Конкретно я вам скажу. Возле двери вообще снега не было. Сейчас смотрите сколько. Ну, Лола любит и что? Боится, что я посажу на сани. Ну, лох. Не хочет. Evet. Ha, tamam. Первым хочет зайти в первую очередь избу. Иван. Любопытный. А, кто там? Кто там увидел? Я отлично вижу следы мышей. Пока больше ничего не вижу. Никто не приходил на тулан. Куда залез? Ну вот. Ладно, будем обустраиваться. У нас целый день. Целый день у нас. Целый день будем находиться в этой избе. Куда-либо идти. Мне, может быть, еще километров 5. Чуть рассветет, съезжу, косачей посмотрю.
Но здесь сперва подожду, где-то примерно до 9 часов. Сейчас 7 часов 47 минут. Вот так. На небе вон луна. Давненько уже не видно было луны. Ну, у нас погода, все время осадки были. Снегопад, такой дождь, пурга. Вот сейчас только вот начало как-то проясняться сегодня, более-менее. Ладно.
Для новичков, кто не понимает, что я делаю, это замок отсырел, и поэтому не открывается. На огне подержишь, лед там тает и все открывается. Надо подсушить замок конкретно. И все будет, вон как капает вода. Ну что, ребят, установил я печку. В прошлом году я показывал, как все это дело устроено. Там у меня дверца, как бы там задвижка тоже круглая. Я эту дверь открываю и туда подсоединяю вот такую трубу. Труба, дальше железная печка из масляного бака от ТТ-4. Все горит, тяга есть. Буквально за 10 минут в избушке будет тепло. Ради безопасности вот такой профнастил. Ну и промежуток где-то 10 сантиметров. Думаю, все безопасно. Вот так выглядит времянка печка. От буржуйки жар, конечно, быстро дает. Помните, я весной, когда я дверь открывал, первый поход был у меня. Здесь у нас птица была. Тулан моментально схватил эту птицу и ушел с птицей. Оказывается, я и не замечал. Вот смотрите, тут у нас перчатки, рукавицы, всякое разное, там старье лежит. А тут, оказывается, у этой птицы гнездо тут было. Шомпол от ружья.
Вот сколько уже натаскали бедолаги. Но гнездо пустое, видно, не успели еще тут. Ну, без птенцов, без яиц. Вот. Но все равно, видно, здесь хотел он, ну, нормальное гнездо сделать, чтобы птенцы были, но не успел он. Судьба у него короткая была. Тулан постарался. У нее, то есть, ну, самка, наверное, была тут. Может, самец, кто его знает. Короче, натаскали вон сколько мусора. Все, о, какой жар уже отдает. Сейчас дверь закрою. Надо подуспокоиться. Я вспотел конкретно, пока там возился. Туда-сюда. Сейчас уже светло на улице как. Дым с трубы идет. Хорошо. Вон она. Дымит. Северный ветер. Это строго с севера идет ветер. Наблюдаю косачей, пока ни хрена не вижу. Сейчас чай попью и думаю, я с карабином поброжу. Тут куда-нибудь повыше поднимусь на буране. Съездим. Что-то, может, увидим кого-то. А потом уже к вечеру рыбалка. Сейчас первоначально побродим с карабином. Вон он. В чехле у меня еще. Вот. Тулан куда-то, видно, ушел. Что-то я не вижу. Не знаю, где он. Или по буранице куда-то он туда ушел. Или здесь где-то в тайге он бродит. Везде кругом у него следы. Неугомонный, не сидится ему. Буду я спрашивать, почему я Айду не взял. Айда устает, сильно устает. Она не может бежать. Тулан, этот кабан, блин, знаете, вот я и бураном не могу догнать. Спокойным темпом бежит и все. Крепкий мужик. Кобель он крепкий. Это русская, западно-сибирская лайка. Ну, раньше бывало, вот тут выходят косачи. Там в углу выходят, такая кормовая база хорошая у них. И здесь за поворотом. Сперва я спущусь на поворот, сходим. А дальше уже повыше поднимемся. Вроде буран так, не особо так этот проваливается. Ездить можно. Сейчас попьем чаек. О, азартно сейчас уже начал дымить. Дым хорошо идет. О, здесь, смотрю, уже тепло. Там смолистое дерево, им видно, как смола начинает течь. И тяга. Чуть убавим тягу. Здесь закроем. Так, ну, половину, чтобы не угореть тут. Так, вкусное я сегодня ничего не привез. Такое самая простая еда у нас будет. Заварка вот. Да, заварка вроде есть. Конфеты даже у меня в запасе тут. И майский чай. Вот это я буду пить. Сахарный песок на сегодня тоже хватит. В следующий раз, думаю, надо тоже привезти. Так. Ну, у меня отсюда все. А сегодня вот хлеб привез я. Бич-пакет. Там еще это похоже на колбасу. Но это надо пожарить. Зеленецкая. Как же он называется-то? Барбекю колбаска для жарки в оболочке. Ну, вкусная зараза она, блин. Из курицы делаю. Дальше голубцы, это я бич-пакеты я поднимать не буду.
сейчас, в данный момент, я, знаете, попью охотничья колбаса и яйцо. Вот такой чай вот из всего этого я попью и все. Собаке дам хлеб в первую очередь. И надо бежать. Да, где-то у меня нож еще был. Охотничий, самодельный. Вот он. Уже сколько я охотился этим ножом. Знали бы вы. Так, ладненько, попьем чаек.